ГСП онлайн. Городские новости сейчас. 1 октября в России отмечается День пожилого человека. Ухтинский праздник, посвященный этой дате, провели в городском дворце культуры. В фойе развернулось сразу несколько экспозиций. Одна из них – это традиционные наряды со всей республики. Их собирательница Анна Зубихина. В ее коллекции насчитывается не один десяток как мужских, так и женских костюмов. Свадебные платья, повседневная одежда, пальто, платки и многое другое. Чаще всего женщина показывает свои сокровища школьникам, чтобы не забывали о корнях. Тем более, что собирались наряды по деревням и селам, где женщине довелось побывать. Со слезами на глазах можно было увидеть столько работ домотканных и готовые ткани, полотна, не шитые еще. И она мне подарила несколько таких сарафанчиков, одежды всякие. И вы знаете, я говорю, я не музейный работник, не имею права брать. Чем чужим отдавать, берите, передайте эту красоту детям. Чуть подаль другая экспозиция, не менее неожиданная. Выставка фотографий, моделями в которых стали ухтинские женщины в годах. В начале сентября им устроили бесплатную фотосессию. От дам лишь требовалось найти необходимое количество моделей и подобрать себе амплуа. В итоге каждая из участниц перемерила до 4 нарядов и больше. В съемках использовались патефоны, зонтики и многое другое. Общий лейтмотив снимков – ретро. Наверное, он больше соответствует мне. По духу, по жизни. В принципе, мне не приходилось особо напрягаться, подыскивая модели. Я как-то была готова. Я нашла, я себя увидела, я собой довольна. И не только я. Мы сейчас с девочками здесь ходили, сами на себя смотрели и просто радовались, что, в общем-то, мы еще молодцы. Для многих из участниц это уже не первая фотосессия. Несколько лет назад ухтинские дамы уже вполне успешно пробовали себя в качестве моделей. Инициатором нынешней фотосессии выступил Ухтинский центр соцпомощи пожилым людям. Они пригласили фотографа Екатерину Клюеву, а дальше завертелось. Всего за один день было отснято не 100 кадров. После отбора выжил 41 снимок. Они и стали костяком выставки. Впрочем, как призналась автор фото, у проекта будет и вторая серия. Мы планируем ее приурочить к 8 марта, и у нас уже так много интересных идей, и я думаю, это будет вообще бомба. Это будут, скажем так, дамы золотого возраста, но уже в разных амплуа и более современных, возможно, спортивных или неформальных даже. Продолжением праздника стал концерт на большой сцене ГДК. Перед гостями в зрительном зале выступили творческие коллективы и солисты Ухты.